Здравствуйте, дорогие студенты-филологи! Сегодня я прочту вам две лекции. Одна из этих лекций посвящена военной прозе 50-х, 60-х годов XX века, а вторая лекция посвящена будет самому яркому лидеру, представителю деревенской прозы Валентину Распутину. Я должна сказать, что военная проза ведет свое начало, конечно же, со времени Великой Отечественной войны. Дело в том, что во время войны чувство свободы, чувство того, что художник может свободно говорить о том, что он хочет сказать, это было особенное время. Литература была свободна от идеологии, от казенной пропаганды, и рождались действительно великолепные произведения. Но во время оттепели, в 50-е годы, мы увидим совсем другую картину. Там раскрепощенность была уже гораздо выше, чем в годы Великой Отечественной войны и даже после войны в первое военное десятилетие. Так, одним из авторов самой яркой и правдивой книги о войне, Великой Отечественной войне, был Виктор Некрасов. Он написал «Окопы Сталинграда». Но в 50-е, 60-е годы мы уже видим действительно, как в журнале Твардовского «Новый мир» появляется одна за другой военная повесть. Повесть, которая действительно стала завоеванием литературы вот после сталинского периода, во время оттепели. Критики назвали эту военную повесть лейтенантской прозой. И это действительно был такой вот феномен, которому нужно было придумать такое название. Дело в том, что лейтенантскую прозу писали участники Великой Отечественной войны. Причем они не были военными корреспондентами, как Твардовский, как Платонов. Нет, они были участниками локальных сражений, да и звания у них были невысокие. Астафьев, например, Виктор Астафьев, закончил войну солдатом, а многие из авторов лейтенантской прозы носили небольшие звания офицерские. Так вот и родилось это название «лейтенантская проза». На самом деле это действительно по жанру военная повесть. Военная повесть. Вот перед вами фамилии самых первых авторов лейтенантской прозы: Юрия Бондарева, Георгия Бакланова, Василия Быкова. Они действительно появились во второй половине 50-х годов и стали действительно произведениями, в которых пять земли была участком, пространством, на котором развивалось действие военных событий. Увиденное именно из окопа, в локальном каком-то бою, стало главным импульсом для лейтенантской прозы. То есть это проза действительно участников войны. К лучшим военным повестям оттепельной поры относят повесть Воробьева, Константина Воробьева «Убитый под Москвой», и повесть Виктора Окурочкина «На войне, как на войне». Я постараюсь на примере одного из произведений показать, о чем шла речь в этих произведениях лейтенантской прозы. Эта повесть в лейтенантской прозе была новым словом, я уже сказала, по сравнению с романом Виктора Некрасова.
Потому что к передаче того напряжения, в котором пребывали герои, передаче того, что война изображалась в истинном, неприкрашенном обличии, все, что мы находим в романе Некрасова, писатели-лейтенанты добавили новое видение, новый способ художественного мышления. Давайте сравним два отрывка из произведения Виктора Некрасова и одного из произведений, о котором я буду говорить, это «Убитый под Москвой» Константина Воробьева. Вот две сцены ночного боя. Ночной бой – самый сложный вид боя, бой одиночек. Боец здесь все, власть его не ограничена. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость – вот что решает исход. Здесь нет массового самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя, нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура, нет кругозора, и пути назад нет. Но Виктор Некрасов действительно показывает восприятие войны, боя войны одиночкой, человеком, который остается один на один и должен исполнять свои обязанности, вести бой. А вот описание произведения, которое написано почти 20 лет спустя в повести Константина Воробьева «Убитый под Москвой». Горел сарай, поляну заливал красный мигающий свет, блинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать невозможно. И 4-й взвод закричал, но не ура и не за Сталина, а просто заорал, бессловесно и жутко, как только достиг околицы села. Этот отрывок действительно обнаруживает некоторое сходство с фрагментом из романа Некрасова. Но при всем вот сходстве самого события ночного боя мы можем обнаружить разность интонаций. Если в первом отрывке мы видим интонацию такую, знаете, документально-публицистическую, в чем-то такую безличную, бессубъектную, это вообще восприятие вообще одного человека, то во втором отрывке мы видим уже субъективно-индивидуальную, такую, знаете, интимно-личностную интонацию. Для авторов лейтенантской повести важнее было вот это внезапное откровение человеческой души, брошенное в неизведанный ужас, ужас, граничащий с бредом. Вот как бы то новое, что мы связываем с военной повестью 50-х, 60-х годов, это личностное начало. Это очень важная вещь, потому что личность, свободная от всех влияний извне, должен делать свой выбор, должен так поступать, чтобы проявить себя, свой вклад в победу вот в этом локальном бое. Повесть Константина Воробьева «Убитый под Москвой» считается лучшей повестью, военной повестью первой половины 60-х годов. Константин Ильич Воробьев действительно имеет богатый военный опыт. Убитый под Москвой в московском сражении он был взят в плен, бежал из плена и продолжал воевать. И опыт войны отразился в повести «Убитый под Москвой», повести «Крик». Еще есть повесть под таким названием «Это мы, Господи», о пребывании автобиографического героя в немецком плену. Повесть «Убитый под Москвой» была опубликована Твардовским в журнале «Новый мир» в 1963 году и сразу поставила писателя в ряд лучших
прозаиков страны. Действительно, вот этот главный творческий опыт отразился в этой книге. Неприятие казенной, лживой правды о войне, которой было достаточно в литературе социалистического реализма до писателей-лейтенантов. И действительно здесь мы видим, что в центре находится молодой человек, и он переживает такой совершенно кризисный перелом в своих представлениях о том, что такое война. Повесть действительно автобиографична. Главный герой Алексей Ястребов попадает в ситуацию, когда он не может полностью распоряжаться своей жизнью, он не обладает способностью противопоставить кризисной ситуации свою собственную волю, собственный нравственный выбор, но ему предстоит это сделать по мере развития сюжета. Алексей Ястребов действительно герой, очень похожий на героев Василия Быкова, на героев военных повестей других писателей-лейтенантов. Ну, на сюжетно-фабульном уровне вот это становление героя, личности героя происходит в процессе развития, смены эпизодов один за другим. Один из эпизодов удивление Алексея от того, что он видит, как отступают наши, выходят из окружения. Очень много сцен посвящены тому, как он вместе с другими курсантами, младшими лейтенантами, выпускниками пулеметной школы подражает во всем своему командиру, капитану Рюмину. И вот во время первого боя, самого серьезного боя, Рюмин делает так, чтобы его подчиненные, молодые мальчишки, почувствовали вкус победы. И вот тот ночной бой, цитата из которого была приведена выше, действительно станет победным, потому что они внезапно возьмут деревню, в которой будут, в которой окопаются немцы. Но следующий бой, это будет бой уже в окружении. Это будет страшный бой. Во время этого боя вся рота молодых мальчишек, 200 с лишним курсантов, погибнет. Вся рота полегла в этом страшном бое. И Алексей отсидится в воронке и останется живым, и долго будет мучиться от того, что он струсил, от того, что случайно каким-то образом оказался вместе с другим бойцом и трусливо отсиделся в этой воронке. Но затем в этой повести Алексей Ястребов вступит в бой с вражеским танком и выйдет победителем из этого поединка. И вот это движение героя, его психологии, его мыслей, чувств ведет к осмыслению собственной трусости и суда над собой, пониманию того, что он должен искупить эту свою вину. И когда его командир Рюмин покончит с собой от того, что не сможет пережить гибель всей роты, всех этих 200 с лишних мальчишек, выпускников пулеметной роты, он не сможет дальше жить. И после смерти своего командира
мы видим Алексея Ястребова совершенно другим человеком. Он осознает в себе эту важную перемену. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня нищенка, но рядом с ней, ближе к нему, встало его детство, дед Матвей, бешеная лощина, его деревня. И вот эта целая гамма чувств, которая владеет героем, она будет показана Константином Воробьевым очень сдержанно, строго, без ложного пафоса. И все это приведет читателя к тому чувству, которое Лев Николаевич Толстой называл скрытой теплотой патриотизма. Потому что герой делает личный выбор. Отдельный человек оказывается личностью, способной решить исход боя, а значит исход общей судьбы. То есть вот на этом локальном примере писатель показал, что отвечать на вопрос о том, почему мы победили, на вопрос об истоках нашей победы, мы должны поверить писателям, участникам войны. Только личный выбор отдельной личности может решить исход общей судьбы, исход общей победы. Такие произведения действительно были очень важны для решения темы Великой Отечественной войны. Так, лейтенантскую повесть можно поставить рядом с романом, написанным Василием Гроссманом в 1960 году. Роман называется «Жизнь и судьба». И если в повести показано локальное событие, ну, например, у того же Василия Быкова мы видим в его повестях «Круглянский мост», «Сотников», тоже совершенно локальный бой, противостояние отдельной личности вот этой махине войны и человеку, делающему свой важный выбор, то роман «Жизнь и судьба» – это действительно множество событий, сюжетных линий, там и героев достаточно много, но романисту очень важно было также показать истоки нашей победы, почему мы победили. Его произведение действительно очень у него очень трагическая судьба, потому что роман был арестован КГБ. В те годы очень следили за всем, что пишут писатели, и, конечно же, весть о том, что Василий Гроссман пишет очень острый, правдивый роман о войне, причем с таким вот антитоталитарным пафосом, дошла до них, и они арестовали все рукописи, даже копирку, которая умножала, да, вот эти варианты его произведений. Роман был арестован, но чудом сохранен и впервые опубликован сначала за рубежом, а потом после перестройки в конце 80-х годов этот роман увидел свет. Это тоже феноменальное произведение. Феномен его связан с тем, что, собственно, и заставило власти так поступить с романом, главным произведением писателя. Дело в том, что писателям открыта была правда о тюрьмах, лагерях. Показан был не только лагерь фашистов, где сидят наши военнопленные, но и показан был сталинский лагерь. Как и параллель между вот этим чувством несвободы, в котором оказываются герои, он одинаков. Но для властей это действительно было очень крамольно. Главное же все-таки в романе даже не вот это крамольное сравнение лагеря фашистов и лагеря сталинского, где
побывавшие в военном плену, отбывают вот наказание как политические заключенные. Главная война в романе изображена как победа человеческого духа, как победа свободной личности. Очень интересно, что в этом романе сознательно авторам дана перекличка с романом о войне, другой Отечественной войне, войне 12 года, романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Там тоже показано несколько семейств, и даже есть перекличка образов. Так, образ Наташи Ростовой как бы служит таким вариантом судьбы героини, одной из героинь романа Гроссмана, Жени Шапошниковой. Она тоже делает свой выбор. Точно такой же выбор, как делает Наташа Ростова, когда отдает подводы Радиным, когда все имущество семьи Ростовых просто сбрасывается с этих подвод, и на эти подводы укладывают раненых, потому что в первую очередь их нужно спасти. И этот нравственный выбор делает и Надежда Шапошникова, Евгения Шапошникова, которая идет вслед за мужем, которого арестовали. Они разведены, но она идет, становится в очередь к тюремному окошку, чтобы передать ему письма, передать передачу. И это действительно тоже победа человеческого духа и свободный нравственный выбор личности. Но самое главное еще в романе «Жизнь и судьба» привлекает, это то, что у каждого человека есть миг свободы. Миг свободы, когда ты делаешь выбор, который даже смертельной опасностью грозит тебе. Один из этих выборов делает генерал Новиков, который начинает Сталинградскую битву не так, как запланировано ставкой, высшим командованием. Он на 10 минут задерживает эту битву, которая решает исход войны. Дело все в том, что он понимает, что артиллерийская подготовка к этому бою, которая может спасти жизни многих и многих людей, недостаточно, что нужно вот эти 10 минут. И он не начинает боя, в то время как сначала штаб дивизии, потом штаб армии, а потом сама ставка Генштаба волнуется, почему не начинается сражение, которое определяет вообще исход всей войны. А Новикову важно спасти вот этих стриженных ребят, которые только-только поступили к нему в танковую бригаду, чтобы поддерживать танки и не давать фашистам сжечь их в этой страшном сражении двух армий, нашей армии и армии врага, фашистов. Этот роман обязательно нужно прочитать, чтобы увидеть, как писателю удается увидеть истоки нашей великой победы. Есть замечательный, недавно поставленный телевизионный фильм одноименный, можно и его посмотреть. Это удивительный фильм, в котором дух романа Василия Гроссмана передан очень верно. Ну вот я говорю о том, что общей проблемой этих произведений является проблема человека и война.
Герой в этих произведениях оказывается один на один перед мощью войны, перед тем, что тебе диктует вот сама тоталитарная машина, государство, в котором ты живешь. Он лишен какой-то вот опоры внешней. Он открывает в своей душе неведомой, таинственной силы, ту духовную устойчивость, которая и позволяет найти силы для сопротивления. Гроссман назвал эту внутреннюю опору чудом свободы, свободы нравственного выбора. Такой же нравственный выбор можно увидеть в повести «Сотников» Василия Быкова, в его повести «Крупнянский мост», о которых я говорила. В этих повестях у Василия Быкова героями являются партизаны, люди, которые вышли из окружения и продолжают воевать в партизанском отряде. И каждый из этих героев попадает вот в такую ситуацию экстремальную, когда им приходится преодолеть чувство самосохранения, страха за собственную жизнь, страх смерти, преодолевают желание любой ценой выжить. Нет, они иногда могут выбрать добровольную смерть, чтобы духовно победить. Об этом великолепная повесть «Сотников» Василия Быкова. Я бы хотела показать вам картину, которая написана советским художником Дейнекой, называется «Оборона Севастополя». Зачем я вам показываю картину, которая написана в 1942 году? На самом деле, вот она как бы иллюстрация к тем военным повестям и к роману «Жизнь и судьба», о которых я говорила, такая вот живописная иллюстрация, где на самом переднем плане показан матрос с его вот этой позой противостояния врагу, выражением лица, на котором нет вот этого чувства заботы о себе, чувство страха, чувство того, что он может в любой момент умереть. И военные повести, эта картина показывают, как в человеке происходит какой-то очень важный перелом, когда он становится свободной личностью и способен на подвиг, способен стать героем и, может быть, даже обрести бессмертие. Об этом очень хорошо сказал Андрей Платонов. В этом же 1942 году, во время войны, он написал рассказы. Один из фрагмент одного из рассказов я хотела бы вам передать. В этом фрагменте Платонов пишет о том, что происходит с человеком на войне, как этому человеку удается преодолеть все, стать героем и духовно выжить и победить. Дело в том, что Платонов говорит о человеке вот в этой состоянии во время попадания вот в эту ситуацию, когда действительно она экстремальна. Но он способен в этой ситуации добровольно, свободно распоряжаться своей жизнью, потому что обладает способностью противопоставить этой ситуации собственную волю, собственный выбор. Платонов пишет: происходит переход, загадочный и прекрасный, от плотского, обыкновенного человека к человеку духовному, побеждающему страх, смерть и потому бессмертному. Именно об этом рассказывают лейтенантские повести, произведения о войне, написанные в эти
годы, о которых мы говорим. Действительно, эти произведения посвящены тому, что говорят об истоках нашей победы. Да, многие говорят, особенно произведения, которые появятся позже, где главными героями будут генералы, командующие армиями. И многие говорят, что допустим, появится на каком-то участке командарм Жуков, и на этом участке обязательно будет прорыв и победа Красной Армии. И была даже действительно такая мысль в этих романах. Посмотрите, я их перечислила, поздних романах, которые появились после лейтенантских повестей. Их называли панорамными романами или генеральской правдой о войне. И сложился даже миф, что действительно благодаря таланту наших полководцев мы победили. Но да, и даже сами участники говорили об этом, участники войны, о том, что под руководством этих полководцев коммунистической партии в лице политруков совершались эти победы. Но сила воздействия этой лейтенантской военной повести в том, что сегодняшний читатель, мы с вами, можем ответить на такой вопрос: почему в жестоких обстоятельствах войны человек остается человеком? Человек может выстоять и не будет ощущать себя винтиком в общем каком-то механизме, да, в такой машине войны, не будет ощущать себя пушечным мясом, брошенным для того, чтобы полководцы пришли к победе. Потому что в нужный момент такой человек раскрывается, может быть, в своем истинном обличье. Он раскрывает в себе ответственность не только за своих однополчан, за себя, он отвечает за все. Он испытывает ощущение Родины. Это момент скрытой теплоты патриотизма. Он ведет борьбу за собственную душу. И не нужна ему никакая сила извне. В нем происходит такой важный процесс, загадочный и прекрасный, когда происходит переход от плотского, обыкновенного человека к человеку духовному, к человеку даже, быть может, бессмертному. Так отвечали лейтенанты, писатели-лейтенанты на вопрос о том, почему победили. И утверждали в своих произведениях: только личный выбор отдельного человека может решить исход общей победы. Лейтенантские повести говорили не о том, как следует героически умирать за Родину. Они говорили о том, как невозместима потеря каждой одной человеческой жизни и как важен выбор одной человеческой личности в решении общей победы. Таков урок военной лейтенантской повести, и этот урок сегодня нам очень необходим. Он не только урок исторический, потому что в 50-е, 60-е годы авторы именно так решали тему войны, сообразно общей атмосфере оттепельной поры, атмосфере реабилитации жизни каждого отдельного человека. Но через эти книги сегодня для нас проходит, быть может, эта линия исторической правды и правды человеческой. Благодаря эстетическому воздействию этих произведений на читателей они делают эту память о Великой Отечественной войне очень зримой, очень ясной.
Да, потом появятся произведения. В 70-е, 80-е годы мы о них будем обязательно говорить. В 90-е годы появятся лучшие романы о Великой Отечественной войне, которые завоюют множество литературных премий. И это будет тоже новый взгляд, новое художественное мышление. Об этом мы тоже будем говорить в лекциях, посвященных этим периодам развития литературы XX века, второй половины XX века. А сейчас мы переходим к тому, чтобы перейти к другому направлению, это очень важному, такому же яркому, эстетически значимому направлению 50-х, 70-х годов, которое получило название деревенской прозы. Сейчас я перейду к этим слайдам и буду говорить о деревенской прозе как социальном, художественном феномене, но прежде всего о том, как в 60-е годы и в начале 70-х, захватывая 70-е годы, деревенская проза была одним из самых ярких, свежих, очень новаторски значимых произведений. Так, например, известны высказывания в этом направлении. Один из участников этого направления, Василий Белов, он говорил о том, что деревенской прозой назвали только по тематике. На самом деле деревенская проза – это проза общенационального значения. Деревенская тема – общенациональная тема. Александр Солженицын очень высоко оценивал это направление, которое просуществовало, быть может, 10 лет. Хотя тематика деревенская продолжает и сегодня развиваться, но это было действительно эстетическое направление, сказавшее свое слово в этот период развития литературы. Это самое ценное и истинное направление, наиболее близкое мне по духу, говорил автор рассказа «Матрёнин двор», где изображена тоже жизнь деревни и судьба деревенской русской женщины. Писатель-деревенщик – истинно национальный писатель. То есть тема деревни – это все-таки тема достаточно широкая. Это тема русского национального быта, русской национальной жизни, русского национального характера. Эпиграфом к этому направлению можно, например, привести слова другого писателя-деревенщика. Это Валентин Распутин, который в своей повести «Деньги для Марии» сказал очень важную фразу устами своего героя. «Все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже. И одни это понимают, другие нет». То есть что значит быть родом оттуда, из деревни? Об этом пишут писатели, которые составили это направление. Я сейчас дам общую характеристику деревенской прозы, так же, как до этого дала характеристику военной прозы лейтенантской. А затем хотела бы остановиться на двух лидерах, писателях, которые действительно являются яркими представителями этого направления. Василий Белов и Валентин Распутин. Александр Солженицын не просто дал оценку этому направлению, он сказал, что писатели как бы произвели какой-то такой переворот, который не все сразу ощутили, не сразу этот переворот был замечен. Что такое новое слово, которое сказали писатели-деревенщики по мнению Солженицына? Они стали писать так, как будто они
вовсе не те советские писатели, которые должны обязательно писать о деревне в духе официального представления о ней, расхожего представления. Дело все в том, что все они были выходцами из деревни. Они были сыновьями русской деревни. И материал их был деревенская жизнь, пишет Солженицын. Правильно было бы их назвать не деревенщиками, а нравственниками, потому что суть их нового слова, переворота, который сделал это направление, возрождение традиционной нравственности, нравственности народной. А вот эта сокрушенная, вымирающая деревня была, естественно, наглядной предметностью. Ну, так считал Солженицын. Сегодня исследователи говорят о том, что у деревенской этой прозы был свой как бы генезис, свое происхождение, истоки. Эти истоки исследователи видят в повести Бунина «Деревня», написанной в 1910 году. В начале XX века большой русский писатель написал эту повесть, ну, как бы очень коротко идеи этой повести можно выразить так. Герои живут под влиянием голоса рода, чего-то общего, которое как бы владеет ими, как какая-то надличностная сила. Но эта надличностная сила, она приходит в противоречие с бытием, жизнью одной личности, отдельной личности. Согласитесь, что эта идея очень близка вот, настроению этой эпохи. Следующая как бы мысль идейная бунинской деревни такова: стихия народной жизни не зависит от чего-то вот внешнего, от идеологии, от влияния какого-то общественного спора, дискуссии, там, какой-то актуальной мысли. Бунин говорит, мир народной жизни трагичен. Трагична судьба двух братьев, стоящих в центре, крестьян, жителей деревни, русской деревни, которую они воспринимают не просто как деревню, а как вообще Россию, потому что Россия – это и есть деревня. Такое определение звучит в повести. Но оправдание вот этой трагичной жизни, почти полуживотной жизни, когда царствует оправдание вот в этой сверхличной силе, а именно таинственному зову русской души. Об этой сверхличной силе и говорит Бунин как об особенностях русского национального характера. То же самое мы можем увидеть и в деревенской прозе. Хотела бы сказать вам о том, какие рамки этого направления, потому что 1966 год, это как бы настоящее подлинное начало направления, а 1976 год, то есть через 10 лет, когда была опубликована повесть Распутина «Прощание с матерой», уже в этом названии мы видим как бы прощание и с теми идеями, которые провозглашали писатели-деревенщики. Но мы вот как бы видим это десятилетие, когда авторы деревенских повестей только появились. Вот вы видите, это «Привычное дело» Василия Белова, «Деньги для Марии» Валентина Распутина, «Повесть живой»
Бориса Можаева. Затем будут опубликованы произведения, ну, самые яркие, я здесь указываю, самых ярких писателей: Федора Абрамова, того же Валентина Распутина, «Последний срок», «Последний поклон», роман «Царь-рыба» Виктора Астафьева. Я называю только как бы некоторые из них, самые яркие. Само направление питалось творчеством многих и многих писателей, авторов деревенской прозы. В самих названиях деревенских произведений мы можем увидеть метафору утраты, метафору последнего срока, заката деревенской жизни, традиционной деревни, русской деревни. Видите эти названия? «Последний срок», «Прощание с матерой». У Федора Абрамова есть рассказы «Последняя охота», «Последний старик». Есть рассказ и у более позднего писателя Бориса Якимова «Последняя хата». Это он уже, Борис Якимов, пишет, когда само направление угасает. Но тема деревни по-прежнему и в 80-е, и в 90-е годы продолжает волновать писателей. Метафора ухода, заката, последнего срока выражает тревогу писателей за судьбу деревни. Она ведь живет не просто плохо, бедно после войны. Она выживает, она не живет. Это действительно пора очень драматичная для русской деревни послевоенных десятилетий. Писателей деревенщиков называли верными сыновьями русской деревни, оплакивающими ее уход, ее исчезновение. Ну, исчезновение метафорическое, конечно же. Писатели сравнивали даже ее с Атлантидой. Ну, знаете, была такая мифическая, древняя страна в бронзовом веке, государство, остров, которое ушло на дно океана. Если вспомнить «Прощание с матерой», островом Матерой, который описал Валентин Распутин, этот остров уходит под воду из-за строительства электростанции, которая дает пользу, дает электричество, она нужна в период научно-технической революции. Но эта Матера, которая уходит под воду, ее оплакивают эти писатели-деревенщики. Их даже называли плакальщиками, которые оплакивают, которые прощаются с традиционной русской деревней. Если давать общую характеристику этому направлению, следует сказать, что произведения писателей-деревенщиков объединяют действительно проблемы национального развития, развития страны, осмысления народа, народной судьбы в трагическом XX веке. Да, закончились войны, революции, но и во второй половине XX века идут такие трагические переломы, которые меняют жизнь народа. Меняют не просто мир, карту, да, страны. Эти перемены касаются жизни народной, естественной природной жизни. Писателей деревенщиков можно назвать неославянофилами, неопочвенниками. Ну, знали, да, об этих славянофилах и почвенниках в XIX веке, которые выступали против петровских реформ. И вот эта идея естественной природной жизни, возвращения к корням, к тому пути, с которого свернули, ну, идея славянофилов, она тоже в центре как бы этих произведений, как такой вот некий импульс нравственный,
философский. Все направление по тому направлению, что там есть какая-то эстетическая программа, какой-то общий эстетический пафос, импульс. И таким вот признаком этого направления город. Но надо читать метафорически эту оппозицию, потому что за этим противопоставлением стоит противопоставление такого художественного плана. Это противопоставление прошлого и настоящего, природы, естественного, да, естественного пространства природы и цивилизации города, естественной жизни и искусственно сконструированной. Если рассмотреть это направление под знаком такого вот признака, он действительно общий, по-разному решенный, но действительно это общий атрибутивный признак направления. Конечно, в этом направлении тоже можно выделить как бы разные подвиды, разные линии. Если Василий Белов и Валентин Распутин в меньшей степени интересовались социально-экономическим контекстом, их больше волновала вот именно естественная народная жизнь. Правда, она вмещает, конечно, социальный абсурд, социальное вот это обстоятельства, которые привели к упадку русской деревни. Нет, Василий Белов и Валентин Распутин главное внимание уделяют тому, что этот социальный абсурд как бы данность такая, да, это как бы преграда, которую надо преодолеть и, может быть, даже не обращать на нее внимания, потому что этот абсурд, этот хаос можно изжить, если противопоставить лад, гармонию. У Василия Белова даже есть такое произведение под названием «Лад». То есть та сверхличная как бы сила, которая не дает русской деревне, русскому национальному характеру совсем погибнуть. Есть еще и вот то личностное начало, о котором я говорила применительно к военной повести. Это личностное начало составляет очень важное качество прозы Валентина Распутина. То есть здесь нет нажима на социальный, тем более социально-экономический аспект. Зато он преобладает в другой линии деревенской прозы. Ее представителями являются Борис Можаев, Федор Абрамов, авторы повести «Живой», авторы рассказов Пелагея Алька, самых таких ярких деревенских произведений. Они там говорят о том, о чем и говорил Солженицын в своем творчестве и, в частности, в своем рассказе «Матрёнин двор». Советская система, неправедная, да, такая как бы враждебная личности и народу, исказила исконный порядок вещей, естественную народную жизнь. Она виновата в тотальном искривлении человеческой души. Вот эта мысль как бы делает эту деревенскую прозу такой вот разной, двухаспектной. Есть действительно произведения социально актуальные. Есть произведения, почему их представители мы считаем яркими, лидерами, я говорю о Белове и Распутине, потому что в их произведениях, кроме этого социального контекста, слабо выраженного, но выраженного тоже, есть еще контекст философский.
портреты представителей вот этой второй линии социально-исторической, такой, знаете, оппозиционной по отношению к имеющейся власти. Это вот авторы Борис Можаев и Федор Абрамов. Мне кажется, что повесть, например, «Живой» выводит героя по фамилии Кузькин, который борется с этой системой. Вот у него, например, могут даже отобрать какие-то вещи за счет вот того, что он не работает за трудодни в этой нищей деревне, но он все равно продолжает бороться и противопоставляет свою живую душу вот этой системе. Ну, а я хотела бы поговорить действительно об одном из ярких представителей. Собственно, он лидер еще и потому, что автор первой повести, которая обозначила наступление этого направления под названием «Деревенская проза». Василий Иванович Белов родился в Вологодской северной деревне Тимониха. Начинал он после того, как работал на разных рабочих профессиях, стал сотрудничать в газетах и писать стихи. Но потом он опубликовал в 1961 году рассказ «Деревня Бердяйка». И этот рассказ уже заявил о том, что в литературу вступил очень значительный писатель. Это рассказ о тихой трагедии умирания одной деревни. Многие уезжают, бросают эту деревню. Давно уже не рождаются новые жители деревни. И как бы вот эта тревога, боль писателя за состояние русской деревни отразилась в этом рассказе. И затем этот рассказ стал началом, продолжил вот эти главные проблемы в творчестве Белова, тревогу за состояние русской деревни. Он вообще здесь неправильно, с 1964 года он постоянно жил в Вологде, он не переехал в столицу, как делают многие писатели, которые станут известными, а он не прервал связи со своей родной деревней Тимонихой и похоронен в этой деревне. Умер он недавно, в 2012 году. В свое время он написал книгу под названием «Лад. Очерки народной эстетики» и дал в ней вот эту как бы своеобразную энциклопедию жизни крестьянина, насытил ее фольклорными преданиями, сказками, фольклорными картинками. Очень интересная книга, к которой я вернусь, чтобы рассказать вообще о том, что есть такое деревенская проза. В 1966 году сначала в провинции, в Петрозаводске, в журнале «Север» была опубликована повесть «Привычное дело», а потом переиздана. Вот вы видите обложки разных изданий. И повесть даже вошла в хрестоматии, вышла даже вот в цикле «Библиотека школьника». На обложках этих изданий изображен главный герой рядом с лошадью, с конем. И это очень интересно, собственно, так начинается повесть. В повести показана жизнь семьи Ивана Африкановича Дрынова. Он бывший фронтовик, и у них 9 детей. Он горячо любит свою жену Катерину, но в развитии сюжета показано, как Катерина заболеет, а потом от непосильной работы на ферме
от непосильного вот этого ночного заготавливания сена для коровы-кормилицы, она умирает. А в это время Иван Африканович уедет в город на заработки, как бы бросит деревню, бросит жену, которая ломит и ломит и на ферме, и дома. И, конечно же, потерять горячо любимую жену для главного героя – настоящее горе. Начинается же повесть с того, как Иван Африканович едет из сельпо, ну, то есть из центра районного, в свою деревню и везет товар для магазина. И с пьяну заедет его конь Парменка, привезет его не в ту деревню. И домой он вернется только поутру. И будет постоянно в этой своей речи, монологе, разговоре с конем произносить эту свою излюбленную фразу: «Дело привычное, привычное дело». Это действительно любимая присказка к месту, не к месту, которую повторяет герой. Ну, чем занимается Дрынов? Он не входит в колхоз как фронтовику, он член сельсовета, уважаемый человек, но он занимается обычным трудом, таким крестьянским, охотой, рыбалкой. А за трудодни ломить на ферме, как ломит его жена Катерина, он не согласен, и на него уже махнули рукой. Но иногда он подрабатывает там какие-то, вот в частности, едет, везет какие-то чайники для продажи в магазин. И дело привычное, эти чайники во время его вот этой поездки придут в негодность. И придется семье платить уже не трудоднями, а деньгами за то, что Иван Африканович сплоховал. Он, чтобы прокормить корову-кормилицу, он тоже, как и жена, косит траву незаконно, да, потому что эта территория ничья, да и делает он это тайком, а потом сын проговорится, что они с отцом косили эту траву, и уполномоченный придет и заберет у них это сено. А ведь 3 ночи спал Иван Африканович часа по 2. Дело привычное. И дело привычное в том, что он соглашается терпеливо с тем, что это незаконное сено у него можно реквизировать. Но иногда он приходит в ярость, может прийти, да, терпеливый, но до поры до времени. Вот яростно будет требовать справку вместо паспорта, а у них, у всех деревенских, значит, жителей послевоенной поры не было паспортов. И он потребует эту справку, будет кричать, яростно требовать, и председатель сельсовета махнет рукой и даст ему эту справку, чтобы он поехал на заработки. Но они будут очень неудачны, и вернется он в свою деревню тогда, когда уже похоронит его любимую Катерину. В финале повести, потеряв свою жену, Иван Африканович идет в лес, то ли излечить свое горе, то ли просто мысли о смерти, о самоубийстве приходят ему в голову. И, зная этот лес как бы от начала до конца, он заблудится. Конечно, это метафорический смысл. Вот это блуждание, как раз 3 дня он будет блуждать по лесу, будет испытывать отчаяние, будет говорить о том, что ничего не изменится и в этом лесу, и в этом мире, если он умрет, как стояли деревья, как плыли облака, так и будут они плыть. И философски как бы затем все-таки решает этот вопрос, который мучит человека и человечество со дня его как бы начала жизни.
смысл человеческого существования и приходит к решению, что так лучше все-таки было родиться, чем не родиться. И он возвращается в деревню, в осиротевший дом, потому что надо жить, растить детей, дело привычное. В повести мы видим, как Василий Белов показывает крестьянина, мужика, человеком достаточно противоречивым. И в этом сказывается противоречивость русского национального характера. Дело в том, что, с одной стороны, Иван Африканович живет такой нескладной жизнью. И в то же время его жизнь напоминает жизнь коровы-кормилицы Рагули. И в повести есть две вставные новеллы: сказка о пошехонцах и рассказ глава Рагулина «Жизнь». И эти две вставные новеллы, в которых вроде бы нет Ивана Африкановича, рассказа о его жизни, мы видим отражение вот этих двух сторон русского национального характера. С одной стороны, такая, знаете, пошехонцы, они ведь за что не возьмутся, ничего у них не получается. Так вот народным сказовым таким языком бабка Евстолия, мать Катерины, рассказывает детям об этих пошехонцах. Захотят что-то сделать, да ничего у них не получается. Задумывают хорошее дело, и ничего хорошего из этого не выходит. И вот это пошехонство, вспомним, как он везет эти чайники из сельпо в магазин, вспомним вот это вот его незадачливый поход на заработки в город. Сбили с панталыка мужика, и вот он поехал торговать луком, но так ничего и не вышло, и потерял главный смысл жизни, свою любимую Катерину. В то же время Иван Африканович – это как бы Рагуля. Та самая Рагуня, которая равнодушно, терпеливо принимает этот мир, равнодушно, терпеливо меняет свое восприятие вот согласно ритмам природы, жизни, от зимы к весне, от весны к лету, от лета к осени. Такая вот созерцательная природная душа. А именно Иван Африканович таков. Вот он подбирает там замерзшего под снегом воробушка, заталкивает его за пазуху и говорит: ну что же, и под перьями жизнь, и под крышами жизнь. Это вот какая-то такая, знаете, философия природной души. И она воплощена в образе Ивана Африкановича. Ну, хочется процитировать, и, в общем-то, самая трагическая страница – это финальная, когда Иван Африканович приходит на могилу к жене и разговаривать с нею. И в этом разговоре, в этой беседе с любимым ушедшим человеком отражается его боль, его вина. И такой любовью дышит этот монолог. А в языке мы видим вот отражение народного сознания. Давайте вслушаемся в эту речь. А ведь дурак был, худо тебя берег, знаешь сама. Вот один теперь, как по огню ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо думал за тобой следом, а вот оклемался. А твой голос помню, и всю тебя, Катерина, так помню, что... Да, ты, значит, за ребят не думай ничего, поднимутся. Вон уж самый младший Ванюшка-то
слова говорит, такой парень толковый, и глазами весь в тебя, я уж, да. Это буду к тебе ходить, да, ты меня и жди иногда, Катя. Ты, Катя, есть-то, кто есть-то, где есть-то, милая, светлая моя. Мне-то чего? Ну, теперь чего трепины тебе принес, Катя, голубушка. Пронзительный монолог, пронзительное чувство вины, и мы видим в этом монологе душу потерянного, страдающего героя. Видим, как в этом языке выражено все, и боль души, и согласие с тем, что жизнь продолжается, и то, что не будет ему жизни без родного человека. И это мысль о смерти, и да все, что на душе у Ивана Африкановича, он выражает в этом монологе. А в это время заканчивалась осень, и уже шла первая зимка. Так заканчивается повесть «Привычное дело». Мастерство писателя в изображении народного характера почувствовали все, кто прочитал эту повесть после ее появления. И очень много было споров вокруг характера, но вот эта вот противоречивость национального характера, наверное, есть самое ценное, что есть в повести. Здесь есть, конечно же, любование героем, но есть еще такая боль за то, что именно терпение, это долготерпение русского народа продолжается. И, конечно же, как писатель народного, автор, выводящий народный характер, он чувствует эту боль и всю нескладность народной жизни. И я думаю, что, конечно же, эта деревенская проза, как и военная проза, очень важное направление в литературе этих лет. И очень много мы можем вывести о том, что собой представляла не только сама историческая реальность, но прежде всего вот это обобщение, художественное обобщение писателей-деревенщиков о судьбе русского человека, о судьбе страны, о судьбе России. И в этом сила деревенской прозы. Продолжить ее мы, эту тему, сможем на примере другого писателя, лидера деревенской прозы, большого русского писателя, недавно ушедшего из жизни, Валентина Григорьевича Распутина.